надо, как-то. Сюда на первый ряд идите, не бойтесь. Попадете в историю, я говорю, попадете. Вот, молодцы, молодцы. На первый ряд садитесь сюда, на первый ряд. Карл Георгиевич Башарин, доктор медицинских наук, профессор, ректор Народного университета трезвого здорового образа жизни, академик и вице-президент Международной академии трезвости. Сегодня мы проводим 10-е угловские чтения. В нашем университете руководство университета, ректор, президент уделяют большое внимание формированию трезвого здорового образа жизни и патриотическому воспитанию. Вот сегодня у нас здесь находится Нестерева Саргалана Иосифовна, заместитель проректора по внеучебной работе и молодежной политике Северо-Восточного федерального университета. Молодцы, пожалуйста. Добрый день, дорогие наши ребята, уважаемые наши гости и, конечно же, наши преподаватели и уважаемый Карл Георгиевич и Зоя Константиновна. Я хочу поздравить вас с тем, что вы стали студентами Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова. Я хочу вам сказать, что эти угловские чтения проводятся у нас ежегодно. Это мероприятие, которое каждого студента направляет в определенное, например, русло, да, где вы должны уже взяться с первых дней обучения в университете и стать уже самодостаточными, чтобы вы берегли свое здоровье, ухаживали за своим, даже родными, да. Вот Карл Георгиевич вам все расскажет. Наш университет занимается воспитательной деятельностью прямо с каждым студентом с первого дня. И вот недавно проводились лекции по антинаркотической деятельности, профилактике. И приезжали к нам гости из Москвы, отличные такие лидеры, спикеры, тренеры, которые рассказывали каждому желающему студенту, который хочет работать, который видит себя в будущем здоровым, активным, молодым человеком, который будет так же, как и вы, поддерживает здоровый образ жизни, занимается спортом, естественно, будет гордостью и честью нашего университета. Например, вот Углов, да, наш соотечественник, доктор медицинских наук. Мы его знаем как самого-самого знаменитого хирурга России, который около 100 лет практиковал здоровый образ жизни. Ну я об этом поговорю, вы так. Да. Я вот скажу, да, просто я сама фанат и Карла Георгиевича, и Углова, и хотела бы сказать, что я сама тоже занимаюсь спортом, никогда не пила, не курила, и хочу, чтобы вы тоже так же занимались своим здоровьем и своим будущим. Это вам нужно для следующего поколения. Ну, и желаю вам удачи. И самая главная цель у вас – это учеба. Желаю удачи. Спасибо. Итак, я хочу представить сегодня вам Башарину Зою Константиновну, мою соратницу, профессора, академика Международной академии трезвости. Мы вот вместе с ней проводим мастер-классы по угловским чтениям. Это уникальный проект, разработанный нами, и с 2009 года мы проводим эти мероприятия. Ездили мы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, там читали лекции.
Вот, поэтому этот проект очень хороший. Итак, мы очень динамично, быстро проведем время, вам очень понравится. Так? И сидите, смотрите, внимательно смотрите и слушайте. Это самое главное. Итак, я хочу вам представить прежде всего Углова Федора Григорьевича. Это гуманист, выдающийся гуманист мира, пламенный патриот России, ученый с мировым именем, хирург, который попал в книгу рекордов Гиннесса как долго практикующий хирург. Его хирургический стаж 75 лет. 100 лет он делал операции. Умер он на 104-м году жизни. Написал много книг, десятки тысяч статей. Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде спас многих солдат и офицеров. Работал дни и ночи все 3 года. Так? И почему он добился таких успехов? Потому что он никогда не курил, не пил. Более 40 лет он возглавлял Союз борьбы за народную трезвость. И вот сейчас вы увидите его. Пожалуйста, включите видео про Углова. Впервые в России он разработал уникальные операции по лечению рака пищевода и желудка. Уникальные операции на сердце. 34 года назад одним из самых первых в мире он пересадил искусственный клапан больному с тяжелым пороком сердца. Это один из немногих хирургов, которому коллеги и русские, и зарубежные аплодировали прямо в операционной. В день своего 90-летия Федор Григорьевич Углов был внесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самый долго оперирующий хирург. Та операция, которую мы снимали, закончилась тем, что успешно удалили опухоль весом в 3,5 килограмма. Я напомню, что эту операцию проводил хирург, которому исполнилось 98 лет. 98 лет. И, конечно, этого невероятного человека я хочу сегодня пригласить в нашу студию. Встречайте, у нас в гостях легенда мировой медицины, академик Федор Углов. Садитесь. Садитесь. Ну, не могу поверить, что в таком возрасте вы без очков и оперируете без очков, что у вас не дрожат руки. Федор Григорьевич. Ничего в этом удивительного нет. Я всю жизнь не пил, не курил, не выпил ни одной рюмки водки и не выкурил ни одной папиросы. Федор Григорьевич, невероятное долголетие. И человеческое, и профессиональное. Это просто удивительно. Вот говорят, что есть 3 порока, сокращающих жизнь людям. Это курение, алкоголь и женщины. Как вы? Непорочны? Нет. Я, значит, не пил никогда, не курил. И вел нормальный образ жизни. Вот, скажем, любовь. Это очень важная вещь. А без нее жизнь не только не интересна, но и вообще неполноценна. Но если этой любовью злоупотреблять, то ты сократишь свою жизнь. Итак, я лично знал Углова. Он пригласил меня на свой 100-летний юбилей в Таврический дворец Санкт-Петербурга, который проходил 5 октября 2004 года. Вот я был в Таврическом дворце и выступил от имени всех медицинских работников России и СНГ, от имени нашего Якутского государственного университета и всех трезвенческих организаций России и СНГ. И прочитал стихотворение народного поэта Якутии Семена Данилова «Мой русский язык».
И это выступление очень понравилось Углову. Затем я его поздравлял на съезде трезвеннических организаций, который проходил тоже в Санкт-Петербурге, и на его кафедре. А сейчас я хочу показать другое видео. Вы увидите ученика, друга и соратника Федора Григорьевича Углова, единомышленника, Владимира Георгиевича Жданова, всемирно известного ученого, которого я пригласил сюда, в университет, в 2009 году. Федор Григорьевич умер значит, в 2004 году. В 2008 году, на 104 году своей жизни. А в 2009 значит, решением Международной академии трезвости и Союза борьбы за народную трезвость стали проводиться всероссийские конференции, посвященные Федору Григорьевичу Углову. Вот сегодняшняя конференция, это тоже всероссийская конференция. Вы на этой конференции присутствуете. Так? Итак, перед вами Владимир Георгиевич Жданов. Слушайте. Вот в этом зале как раз он выступал. Я прошу по всей стране, в том числе здесь у вас в Якутии. И вот Карл Георгиевич Башарин, конечно, наш мощнейший соратник. Трудно после него всегда выступать, очень трудно. Вот. Лучше перед ним выступать. И я вот, все-таки мы сегодня его тоже будем чествовать. Я бы хотел два слова про него сказать. Нас пригласили на международную конференцию в город Анапе, на Чукотку. Она была посвящена противодействию наркотикам на Крайнем Севере. На эту конференцию мы выслали свои тезисы докладов. Эти тезисы докладов напечатали. Но когда приехало руководство госнаркоконтроля, старое бывшее руководство, и когда оно прочитало мои тезисы доклада, приказали срочно из сборника вырезать и сжечь. То есть доклад Жданова вырезали, сожгли, вот, а всем раздали доклад без этих страниц. И я когда прилетел в составе большой группы профессоров, они сказали, нет, Жданов выступать у нас не будет. То есть мы против того. Это было буквально 3 года назад. Ну, все возмутились, как так? Ну, вот мы его из программы, мы его там где-то забыли, не включили. В общем, дурака валяют, чтобы мне слова не давать. Все тогда сказали, мы тогда тоже не будем выступать. Ну ладно, дадим. Но только 10 минут. Ну что за 10 минут можно рассказать об этой серьезнейшей проблеме? Ну я вышел и сказал, что вообще проблема наркотиков страшная проблема. Но начинается эта проблема не с наркотиков, которые колятся наркоманы, а проблема начинается с первой сигареты, которую ребенок выкурил, с первой рюмки, которую ребенок употребил. Этот президиум аж весь перекорежило, когда я начал про алкоголь и табак говорить. Они сразу хватит, нам тут нотации, лекции читать, хватит, время у вас вышло. Ну, в общем, скомкал я выступление и сел. И объявляю, следующий профессор Башарин, доктор медицинских наук, а Карл Георгиевич, как всегда, в шапочке, в белом халате, идет на трибуну, зал сразу захлопал. Он вышел и своим громогласным голосом заявил: я хотел бы возразить профессору Жданову. Весь президиум сразу: о, сейчас он ему врежет, так сказать, ага. Вы абсолютно не правы, Владимир Георгиевич, утверждая, что наркомания начинается с первой выпитой рюмки и с первой выкуренной сигареты. Эти еще более приободрились. Наркомания начинается с первой рюмки и с первой сигареты, которую ребенок увидел в руках у своих родителей. Ведь этот президиум и сел. Я вспоминаю, как мы радовались на 100-летие Федора Григорьевича Углова в Таврическом дворце, в этом историческом здании. Прошло чествование. Надо сказать, что меня тоже там до трибуны не пустили, но там великолепно от нас, от трезвых людей, как раз выступил Карл Георгиевич, прочитал стихи о русском языке, о русском человеке. Ну, все-таки я во многом завидую вам, молодым студентам, что если у вас здесь
в Якутске вот такие профессора, как Карл Георгиевич. Ну, о себе я тоже завидую, потому что действительно по жизни Федор Григорьевич Углов был моим учителем, великим учителем, был моим старшим товарищем, а в общем-то я согласен с Александром Николаевичем Майоровым, он мне заменил и рано ушедшего моего отца. Память о Федоре Григорьевиче, этом великом человеке. Вы знаете, это человек, который спас наш народ от уничтожения. Вот у индейцев в Америке не оказалось углов, и индейцев уничтожили алкоголем, сменились с лица земли. А у нас с вами оказался такой человек, как Углов. Он поднял знамя борьбы за трезвость, поднял его высоко, с высочайших научных, гражданских, патриотических позиций. Это знамя подхватили мы, его ученики и соратники. И я уверен, все равно мы эту сволочь и мы эту гадость победим. Спасибо вам большое. Итак, вот Владимир Георгиевич прав. Действительно, даже малые дозы наркотических веществ, алкоголь это наркотик, так, сюда смотреть, сюда смотреть. Сюда смотреть, я говорю. Скажите, сидите, смотрите и слушайте внимательно. Так, они наносят огромный вред организму человека. И вот представьте себе, только за 40 лет, благодаря алкоголю и табаку, было, когда вот колонизировали Северную Америку, 130 миллионов человек. Понимаете? А вот сейчас, вот в наше время, за 25 лет в России, за 25 лет, с 1990 года, когда Советский Союз развалился, так, умерло мужчин работоспособного возраста, сколько вы думаете? 40 миллионов человек. Понимаете? 40 миллионов. И каждый год умирает, вернее, рождается более 200 тысяч детей-уродов. Вот почему мы проводим большую работу в России, так вот, Жданов, мы создали Международную академию трезвости в 2003 году. Я был одним из учредителей Международной академии трезвости, и там я познакомился с Федором Григорьевичем Угловым. Он был избран почетным президентом Международной академии трезвости. А меня избрали вице-президентом, Жданова избрали вице-президентом, а президентом Международной академии Александра Николаевича Майорова, выдающегося ученого. Он написал более 100 книг и 3000 статей. Вот сейчас он тоже организует очередную конференцию международную. 6 по 16 октября будет проводиться в городе Сочи. Вот мы тоже туда выезжаем с небольшой делегацией, будем выступать с докладами. Итак, сейчас вы посмотрите, пожалуйста, видео, как проводятся у нас угловские чтения в нашем университете. Пожалуйста. Сегодня в спорткомплексе «Прием» впервые в таком масштабе проводятся угловские чтения. Угловские чтения проводятся с 2009 года. Тогда координирующим центром выступил Санкт-Петербург. В нашем городе организатором проекта является профессор СФУ Карл Георгиевич Башарин. Наш университет придает огромное значение формированию трезвого и здорового образа жизни среди молодежи. Молодежь – это наше будущее, они должны быть трезвыми. Посвящено это мероприятие Федору Григорьевичу Углову, советскому и российскому хирургу, доктору медицинских наук, профессору, академику РАН. Это человек, имя которого занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как старейшего практикующего хирурга в истории медицины. Дожил он до 104 лет и умер в 2008 году. До начала несколько минут, все спешат занять места, но до этого нужно зарегистрироваться. 3000 мест и практически все они заняты. Перед началом каждому участнику было выдано учебное пособие Карла Георгиевича, которое написано на 3 языках. Ну а мы поинтересовались у студентов, что для них означает трезвый и здоровый образ жизни. Соблюдаете ли вы здоровый образ жизни?
Алкоголь – коварный разрушитель организма человека. Так звучит тема выступления Карла Георгиевича. Мы победим эту гадость, но только вместе. Есть три причины. Первая причина – это незнание закона трезвости. Вторая причина – это доступность алкогольных изделий. И третья причина – программирование. Среди молодежи, которые находятся в зале, оказались и те, кто занимается исследованием проблем алкоголизма в своих научных работах. Я выступила с докладом на проблему алкоголизма в произведениях Иннокентия Григорьевича Сергачева, мой научный руководитель Зоя Константиновна Башарина. Выступила в городе Севастополь, именно вот видела Жданова. Да. У нас доклад посвящен вот именно произведениям Иннокентия Григорьевича Сергачева. Он написал более 900 произведений, посвященных алкоголизму. И нам бы очень хотелось, чтобы наша якутская молодежь придерживалась здорового образа жизни. Радует, что большинство ребят ответили: мы за трезвый, здоровый образ жизни. Мы новое поколение, которое нацелено на здоровое и благополучное будущее. И сегодняшнее мероприятие подтвердило это. Итак, вы сейчас увидели вот Борисову студентку, так? Она вот с нами выехала на международный форум в город Сочи и сделала доклад. Студентка, в Севастополь, студентка первого курса. Так? И доклад ему очень понравился. Она очень инициативная, активная такая, ответственная. Поехала потом в Корею. Так? В Южную Корею. И там проучилась один семестр и совместно с профессором одним и студентом, значит, под ее руководством доклад, она социологические исследования провела и доклад написала, что алкоголь – это не культура. Оказывается, в Южной Корее употребляют алкогольные изделия. Даже вот с профессорами вместе студенты выпивают. Представляете? Вот. И она с этим докладом выступила второй раз на международной конференции. Сама, вот почему я об этом рассказываю? Вы все можете активно включиться в эту борьбу, так? И писать доклады, пропагандировать трезвость среди населения. Вот ваша задача. Быть волонтерами, как Федор Григорьевич Углов, как Жданов, как я и многие другие. Надо внимательно смотреть и об увиденном, услышанном рассказывать своим родным, близким и так далее. Вот приезжали сейчас, вот правильно сказала, из Москвы спикеры, коучи, так, которые рассказывали о волонтерском движении и призывали всех. Вот у нас уже 80 с лишним волонтеров вот после этой беседы значит, организовалось. Поэтому мы тоже все активно должны включиться. Личным примером, чтобы не пили. А сейчас вот что. Я впервые за всю историю человечества, как врач-патологоанатом, сформулировал закон трезвости, основной закон науки сабриологии, науки об отрезвлении человека и человеческого общества. Так? Я проанализировал работы ученых, физиологов, невропатологов, психиатров, которые изучали вред алкоголя даже малых доз, подтвердил их выводы и вот сформулировал такой закон. Вот сейчас, пожалуйста, слайд. Вот значение закона трезвости и угловских чтений в первичной профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании. Значит, это не только профилактика наркомании, но и болезней. Вот поднимите руки, кто в Новый год пил шампанское. Вот, видите как? А кто пиво пьет, кто курит. Вот сегодняшнего дня, так, посмотрите это и сразу бросайте. Почему? Потому что если вы внимательно смотрели и слушали,
то вы должны сделать правильный вывод. Например, мой дед 50 лет курил трубку, да? Он родился в дореволюционное время. Вот когда значит, наступила советская власть, приехали врачи и провели лекцию о вреде табакокурения. Он 50 лет курил, сразу же бросил. Представляете, сразу бросил. Вот о чем речь идет. И дожил до глубокой старости. Поэтому, еще раз я повторяю, мир познается глазами, органами чувств. Кто внимательно слушает и смотрит, тот делает правильные выводы. И примером тому вот такое дело. Вот, например, черепахи как размножаются? Черепахи откладывают яйца, так? И очень много яиц. И уходят. Никто не заботится о черепашках. Вылупляются черепашечки, так? И бегут к морю. И только 2-3 особи достигают. Те, которые внимательно смотрели и слушали, вот они и достигали этого моря. А остальные погибли. Понимаете? Так же и вы. Попадете под власть наркотиков, сейчас вот железную дорогу построили, так, приедут разные люди, уже приехали, так. Некоторые из них будут распространять наркотики, спайсы всякие, там, на сваи и так далее. С одного раза вы станете наркоманами. Поэтому проводить работу надо личным примером. Так, итак, вот можете сфотографировать, выучить наизусть, так, и пропагандировать этот закон. Трезвость – это полная свобода человека от алкогольной, табачной, наркотической запрограммированности и фактических отравлений. Ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственно разумное состояние всех живых существ, включая человеческое сообщество. Нарушение закона ведет к вырождению и гибели как отдельного живого существа, так и всех живых существ и человеческого сообщества. Вот такой закон. Этот закон надо пропагандировать. Вот почему наша республика лидирует по формированию трезвого здорового образа жизни, поскольку я как вице-президент подготовил школу сомневологов, профессоров, доцентов и академиков работают. Так, поэтому 188 поселений отказались от розничной торговли алкоголем. Это очень уникальный случай в мире, поэтому к нам приезжают сюда поделиться опытом. И вы должны это пропагандировать активно. Вот перед вами Федор Григорьевич Углов. Видите, сколько у него регалий, наград. А вот женщина особенно меняет свой облик при распитии алкогольного яда. Видите как? Вот. Будете пить пиво и так далее, вот такие будут. Вот, видите, вот первые угловские чтения. Вот там Майоров и Жданов. Видите, да? Вот в этом зале все это происходило. Что там? Так, вот. Миша, что там мешали? Миша? Ну ладно. Вот главный санитарный врач Геннадий Онищенко говорит, не спит, не туберкулез, а пиво погубит. Видите как? Поэтому сегодняшнего дня бросайте это дело. Пивной алкоголизм среди юного поколения. И много курящих девушек и ребят ходит по городу. Поэтому обратите на это внимание. Так, следующий слайд. А сейчас посмотрите мои материалы патологоанатомические, быстро очень.
Вот перед вами ученые, которые доказали даже малых доз алкоголя на организм. Это вот Сеченов. Так, вот мои материалы. Вот головной мозг нормальный. Так. Вот головной мозг нормальный и у пьющих людей. Если человек будет постоянно пить, у него головной мозг уменьшается до размеров кулака. Вот причина того, что у него пропадает память и наступает параличи рук ног. Вот посмотрите, пивное сердце. Сердце нормальное и сердце увеличенное, окутанное жиром. Это сердце может увеличиться в 10 раз. Это так называемое пивное сердце. И впервые это пивное сердце описали, кто вы думаете, немецкие ученые. А Германия родина пива. Это так и называется пивное сердце. И это пивное сердце, значит, увеличивается в размерах больше 10 раз. У меня там в музее на кафедре вот это сердце есть. Можете пойти посмотреть. Кроме того, пиво действует и на головной мозг. Могут возникнуть психозы, галлюцинации, бред и так далее. И вот это свойство пива использовал в своих корыстных целях Гитлер. Оказывается, фашизм зарождался в пивных барах. Пивных барах. Так, уходите, да? Вот, очень плохо. Не уходите, осталось совсем немного. Так, пивных баров. Туда приходили молодые люди вашего возраста и разговаривали на тему, что Гитлер – это самый великий вождь всех народов, всех времен. И что на земле должны жить только немцы. Остальных надо превращать в рабов и уничтожать. Вот это называется теорией фашизма. Вот они пили, разговаривали на такую тему, пьянели, выходили на улицу, приставали, говорили: «Встать!» Видите? Напугались, да? А я слышал, знаете, какой пример? Значит, один вот алкоголик в психиатрической больнице со 2-го этажа спрыгнул. Зимой разбил 3 рамы и умер. А крик у него был страшный, еще хуже, в 10 раз. Поняли? Вот перед вами печень. Здоровый цирроз печени, увеличение в начальных стадиях. Вот сосуды кровеносные поражаются, атеросклероз. А вот это головной мозг молодого человека, который 3 раза попадал, ему было всего 25 лет, 3 раза попадал в медвытрезвитель и умер от кровоизлияния в головной мозг. Вот обморожение. И этому человеку отрезали нос, он ходит с 2 дырками здесь. Вот руки обмороженные. Вот это вот юноша 17 лет. Первый раз выпил рюмку водки. Он никогда не пил. Он, значит, поступил в колледж какой-то, так, сдали экзамены. А в комнате 5 человек было. Он один не пил, а все 4 пили. Ну, сказали: давай за компанию пей. Тогда вот таких лекций не проводили, как я провожу. Так? Но он выпил и захлебнулся в рвотных массах. Видите? Пищевод там заполненный пищей. Так. Ну вот, теперь все эти пьющие ведут беспорядочную половую жизнь и заражаются 80 болезнями венерическими, в том числе сифилисом, гонореей, СПИДом и так далее. Вот посмотрите сифилис, это тяжелое заболевание, годами идет. Поражает все органы, разъедает кости, вот нос провалился, видите? Вот этот человек пил, курил, умер от рака легких и рака желудка. А вот это вообще уникальный случай. Так? Единственный в мире. Он пролежал в психиатрической больнице 20 лет. Отрезали одну ногу, вторую. Все органы уменьшены, склерозированные и так далее. Вот смотрите, дети пьющих людей, алкоголиков. Пьют родители, расплачиваются дети.
Вот, смотри, основные причины рождаемости неполноценных детей. Алкоголь, табак, курение, насильство. Вот это вот обратите внимание и запомните. Половые клетки человека, круглая яйцеклетка, а эти сперматозоиды с хвостиками, да, в норме. А вот это вот так, вот и рождаются дети-уроды. Итак, через 15 минут поражаются именно половые клетки и головной мозг. Вот обратите на это внимание. Я прочитал лекцию в ЗАГСе, после этого они прекратили там пить шампанское у нас. Вы поняли, да? Вот дети алкоголь. Вот такие, вот у меня в музее можете посмотреть. Вот. Видите? Вот, 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 вот и вот. Видите? Вот и я сам вот эти слайды сам делал, в советское время еще. Так, давай следующий слайд. Все, да? Итак, я могу сказать, что вот, вы внимательно смотрели, да? Есть вопросы? Нет вопросов? Сейчас я хочу предоставить слово Зое Константиновне. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие первокурсники. Карл Георгиевич сказал, что мы проводим угловские чтения у нас в университете с 2009 года. Цель нашего проекта, во-первых, показать вам неограниченные человеческие возможности трезвого человека на примере жизни и деятельности академика Федора Григорьевича Углова. И, во-вторых, познакомить вас с законом трезвости, сформулированным Карлом Георгиевичем Башариным, где вы убеждаетесь, что алкоголь – это яд, это наркотик. Мы обычно, чтобы была обратная связь, просим у слушателей написать эссе о своих впечатлениях. И самое главное, они в этом эссе должны сделать выбор, что они выбирают, трезвость или алкоголь. Стоит основной вопрос, пить или не пить. А раньше о том, что можно жить трезво, можно не пить, и это будет самый успешный, здоровый человек, об этом не говорили, потому что все считали, что надо молодежь учить культурно пить. Вы, наверное, слышали, да? Аскуртукаглыка. Вот так нам говорили. Но оказалось, что алкоголь – это не пища, не пищевой продукт. Это яд, это наркотик. И вы это должны обязательно для себя вот тоже сегодня сделать выбор. И я хочу вас познакомить с несколькими эссе ребят разного возраста. Ну вот Карл Георгиевич проводил лекцию среди сирот Махсалоловского детдома. И вот что написала одна девочка, ученица 8 класса Белокрыс Виктория. Меня зовут Белокрыс Вика. Мне 16 лет. Честно сказать, до того, как побыть в музее анатомии, я думала, что все это чушь. Сигарета – это модно, говорили друзья.
Я даже не представляла, какие рождаются дети у пьющих и курящих людей. Это зрелище не для слабонервных. Я 3 дня обдумывала, что мне дороже, здоровье моих будущих детей или пачка отравы и банка яда. И пришла к выводу, что лучше здоровые дети. Хотела бы закончить свое письмо тем, что от всей души хочу поблагодарить вас, Карл Георгиевич, за ваш труд, за предоставленную возможность увидеть своими глазами. Или вот эссе студентки Института языков и культур народов Северо-Востока Марии Винокуровой. Сама я родом из Крайнего Севера, Булунского улуса. И, к большому сожалению, у нас нет такой возможности проводить такие масштабные мероприятия. Я очень благодарна родному университету, что судьба мне подарила быть частью этого потрясающего мероприятия. Я была поражена Карлом Георгиевичем. Я слушала и наблюдала за ним на одном дыхании. Ловила каждое его слово, не теряла ни одной секунды. Его голос, манера поведения, жесты притягивали каждого зрителя. Самое большое впечатление на меня оставило исполнение национального гимна Российской Федерации и Республики Саха-Якутия из уст Карла Георгиевича и студентов 2-го курса медицинского института. Я стояла, приложив к сердцу руку, и ни о чем лишнем не думая повторяла каждое слово, чувствовала каждую букву, слышала каждый звук. Я почувствовала дрожь по всему телу, трепет своего сердца. Я горда, что родилась на якутской земле, на земле Аланхо. Ну, конечно, высокие слова, но когда у нас есть вот такие молодые люди с такой душой чистой, с открытой душой, то мы надеемся, что действительно это будут люди, которые сделают нашу Якутию самой непьющей, самой процветающей, самой успешной республикой. Или вот эссе старшеклассника. Меня зовут Артем, мне 15 лет. Учусь в Москве, приехал в Якутию на каникулы. Сегодня я снова услышала о вреде алкоголя и табачных изделий. И не впервые я сказал сам себе, что никогда, ни при каких условиях не буду все это употреблять. Более того, как Карл Георгиевич, буду пропагандировать и распространять все то, что я сегодня увидел, узнал о вреде алкоголя. Сам я вырос в неблагополучной семье. Отец пил, и мама его бросила. Я видел все, что происходило в семье. И никогда не буду ставить это в пример своим детям и близких мне людей, друзей. Ну и в заключение я хочу прочитать эссе взрослого человека. Я очень рада, что посетила данную лекцию и узнала еще больше об этом великом человеке Федоре Григорьевиче Углове. Хотелось бы, чтобы каждый человек хотя бы чуть постарался быть похожим на него. Мне было очень сложно смотреть на виды патологий младенцев, развитых в результате алкогольной зависимости, так как я сама родилась с врожденной аномалией плода, попросту говоря, с волчьей пастью.
Наличие этой болезни – это вечный дискомфорт при самых обычных вроде бы вещах – глотать, кушать, дышать, говорить. Но мне очень крупно повезло с родными, и меня прооперировали. Меня оперировал тоже великий человек, профессор Виссарионов. Конечно, было множество пролитых слез, много боли. И я, работая с детьми, хочу избежать такой ситуации, какая была у меня. Благодаря ему я сумела поступить в общеобразовательную школу. Успешно окончила и поступила в СВФУ на желаемую специальность. У меня 2 замечательных детей и любимый муж. Сейчас я работаю, я счастливый человек. Вот я желаю, чтобы вы все чувствовали себя счастливыми людьми, чтобы вы были трезвыми, здоровыми и нашими соратниками. Спасибо. Спасибо. Итак, мы завершаем скоро нашу встречу. Обычно мы завершаем ее словами государственного гимна. Почему? Потому что Федор Григорьевич Углов говорил: человек, который болеет за свою родину, за свой народ, он патриот. И все мы должны быть патриотами. Вот. Поэтому гимн является главным инструментом воспитания патриотизма. Поднимите руки, кто знает слова гимна. Так, пожалуйста, скажи. Да, выйди и скажи. Кто может сейчас выйти и продекламировать слова гимна? Кто может? Поднимите руки. Нет. Дело в том, что я провел социологические исследования, читал лекции от Анатолия до Калининграда, от Мурманска до Сочи и спрашивал людей. А я прочитал более 7000 лекций. Спрашивал: кто из вас знает гимн России? Пожалуйста, поднимите руки. Так 5-6 человек поднимают. Вы можете сказать? Практически никто не сказал. Вот в чем дело. Тогда как? Вот я был в Америке, в других государствах. Знают гимн, все знают. Представляете, все знают. Кроме вот нашей страны. Поэтому я в 2006 году выучил гимн России и в учебный процесс медицинского института у себя на кафедре вел. Обучил свыше 2000 студентов, которые стали успешными людьми. Оказывается, гимн России улучшает память, человек становится самостоятельно мыслит и действует, так? Вот. И появляется уверенность у него. Сейчас работают на всех континентах наши выпускники. Когда я встречаюсь, вот я в Канаде был сейчас, прилетел недавно, так? И там работают наши выпускники. Вот они позвали, поблагодарили меня, так? Вот. Я хочу, чтобы все вы с сегодняшнего дня приступили к изучению гимна России и гимна Республики Саха-Якутия. Итак, прошу встать. Когда говорят гимн, все должны вставать. Все должны вставать. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славьте Отечество наше свободное, братских народов союз вековой.
предками данное, мудрость народная, славная страна, мы гордимся тобой. Будьте дисциплинированы, ответственны, активны, неутомимы в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей исконной, многонациональной, великой Родины России. Да здравствует Россия! Да здравствует Якутия! Да здравствует Северо-Восточный федеральный университет! Ура! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Будьте подсмотрены Родины и помните, что только трезвая Россия станет великой, как говорил Федор Григорьевич Углов. Спасибо за внимание, желаю успехов в учебе и в жизненном марафоне.